Строительство Джами Суухдерева к Мисджити началось еще в 2006 году. Силами местных жителей и всех неравнодушных удалось возвести и благоустроить здание площадью 600 квадратных метров. Помолиться в мечеть приходят не только местные жители, но и мусульмане из близлежащих сел. Постоянно уже проводятся у нас и пятикратные намазы, и ифтары у нас, и Рамадан, и Таравих, хамдуля. Проходит уже все дружно, джамат такой дружный у нас. С поля очень много кто раньше, скажем, не приходил в мечеть, у них появилась возможность, и они стали приходить. Это тоже такой фактор значительный. Строительных и отделочных работ по благоустройству мечети впереди еще много, но одна из первоочередных целей – приобретение коврового покрытия для молящихся. У нас приходит очень много стариков, женщины уже приходят тоже на втором этаже, там вообще ковра нету. Так мы бэушное, то, что у кого дома было, принесли, пока пользуемся. У нас уже собрана небольшая сумма, нам бы дополнить, приобрести его и постелить. На территории мечети нет абдес-хане, специальной комнаты для ритуальных омовений. Ее возведение уже начато, однако на завершение строительных работ требуется немалая сумма. Мы кое-как до Рамадана из ОСБ сколотили 2 туалета, но это так, знаете, уличный вариант. Бочка у нас с водой на улице стоит, тоже это в холод очень тяжело, для женщин это вообще немыслимо. До холодов, естественно, нужно по-любому нам закрыть. Главная мечта местных жителей – возведение школы хафизов, детского духовного развивающего центра. Здесь планируют проводить не только занятия по религиозному просвещению, но и возрождать старинные традиционные ремесла крымских татар. Это резьба по дереву, это чеканка, это гончарное искусство, это вышивание, народное вышивание, наше крымско-татарское. Все это для детей будет саккумулировано в одном месте. И вот здесь будет этот центр, иншаллах. Детки наши будут приходить, заниматься, общаться, укрепляться нравственно, духовно. Это двойная награда участвовать в подобных делах. Давайте все вместе построим это учреждение.